дуруд бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони ҳамешагии шабакаи варзиш. Даври нуҳуми лигаи олии футболи мамлакат бо 3 бозӣ баргузор шуд, чунки бинобар сабаби иштироки дастаҳои клуби марказӣ вардиш артиш ва хуҷанд дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2 бозии дигар мавқуф гузошта шуд ва имрӯз дар барномаи 90 дақиқа мо атрофи 3 бозӣ баргузоршудаи ин давр ҳарф мезанем. Чун ҳамеша дар меҳмонии барномаи мо коршиноси футбол Тоҳир Муъминов қарор доранд. Хуш омадед ба барномаи мо ва воқеан ҳам бозиҳо бозиҳои пургол буданд дар даври нуҳуми чемпионати мамлакат. Биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Хуб, Равшани клуб дар бозии аввали ин давр ки баргузор шуд дар майдони худ бо ҳисоби 3-0 ғалаба кард. Равшани Зафаробод дар майдонаш аз Истиқлол бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд. Хуб, Равшан дирӯз бо ҳисоби 2-1 бар тими Эсхата пирӯзӣ ба даст овард. Хуб, 2 бозӣ баргузор нашуд ва гуфтем сабаби асосиашро, ки онҳо дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё, ки яке дар Душанбе, дигаре дар Бишкек ҳунарнамоӣ мекунанд, ҳамеша бурӯз шарафи футболи Тоҷикистонро дифоъ хоҳанд кард. Хуб, назари шумо атрофи ин се натиҷае, ки дар даври нуҳуми чемпионати мамлакат баргузор шуд, ғалабаи Равшани клубро бар Файзканд, шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? Воқеан ҳам арзанда буд барои тими Бойре Гамбердиев? Ну, сложно сказать, этот матч не транслировался по ТВ, поэтому очень сложно. Но по той информации, которую ребята предоставили, я разговаривал с главным судьей и со многими ребятами, кто был на матче. Ну, Равшан полностью переиграл Файзканд. Хотя вот игра была такая относительно ровная, говорит, но 3-0 сам о себе счет говорит в пользу Равшана. Хуб, биёед акнун атрофи ҳамин рақобат гуфта мегузарем. Чаро Файзканде, ки дар давраҳои гузашта ҳатто дар муқобили дастаҳои пурқувват имтиёз аз даст мегирифт, ин дафъа натавонист шояд танаффус барои онҳо таъсир расонид? Это вот третий год, который команда Файзканд играет в высшей лиге, сталкивается с одной и той же проблемой. Проблема заключается в том, что когда идет чемпионат, команда играет игры подряд по календарю, эти проблемы не замечаются. Сейчас подходит межсезонье, сейчас идет переход, готовится переход некоторых игроков в другие клубы. Как только игрок чувствует, что немножко есть какая-то финансовая нестабильность, и начинаются неполадки в команде. Я с этим столкнулся в том году в этом Файзканде в точно таком же режиме. Поэтому я думаю, что тренировочный процесс, который проходил у Файзканда, наверное, с этим и столкнулся. По информации, которую я, например, имею, некоторые игроки уже сейчас говорят руководству клуба, что они хотят уйти в другой клуб, бросая клуб, который им предоставил возможность играть. И весь тренировочный процесс сходит на нет. Равшан команда устойчивая в финансовом плане, как сказал директор клуба, у нас проблем финансовых нет. А отсюда результат. Равшан готовился целенаправленно. Равшан очень серьезно отнесся к этому матчу и обыграл Файзканд 3-0. Хуб, ҳолати баҳснокам дар инҷо хеле зиёд буд, вале мо мутаассифона натавонистем онро дастрас карда. Ба ҳар сурат атрофи довари бозӣ ҳам эътироз аз ҷониби бошгоҳи футболи Файзканд зиёд гардид ва сангпартоӣ дар майдон ҷониби дастаи меҳмон ва муноқиша бо иштироки мухлисон дар ин ҳолат сар зад. Хуб, дар ин лаҳзаҳо ман фикр мекунам кумитаи ахлоқи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳатман ин лаҳзаро тафтиш мекунад ва ҳатман он нафароне ки бештар таъсир расониданд ба ҳамин ҳолат, онҳоро ҷазо ҳам медиҳад. Аммо сармураббии дастаи Файзканд аз он изҳори негаронӣ кард, ки сармураббии тими Файзканд гӯё бо мухлисон муноқиша кардааст ва ба ин хотир ба ӯ яъне корти сурх нишон дод ва ӯро аз майдон хориҷ кард. Хуб, чизи дигар он аст, ки Равшан ба идомаи рақобат дар Душанбе омодагӣ дидид, дар майдони сунъӣ, аммо рафт дар майдони табиӣ бозӣ кард. Ин ҳам то як андоза метавонад таъсир расонида барои тими Равшан, вале онҳо натиҷаи мусбат ба даст оварданд. Ну, они справились, значит, с этим переходом поля, то, что они тренируются на искусственном поле, а вышли играть на натуральном поле, они справились. Файзканд, наверное, не справился. Ну, судя, Равшан за 2 дня или за 3 дня поехал туда, например, подготовиться к этому матчу, и свое физическое состояние они подготовили к этому очень нормально. А Файзканд за день до игры приезжает, предигровую тренировку. Это просто по-физиологически ноги не готовы к этому, к работе с перехода с искусственного поля на натуральное поле. Переход очень тяжелый.
خب دوستان ارجمند همین طور رقابت دستای روشنی کلوب و فایزکند با حساب 3-0 به انجام رسید. یادآور میشیم که برنامه 90 دقیقه هر هفته برگزار میشود با سرپرستی شرکتی بوکمیکری پریمچ تاجیکستان و ما تلاش میکنیم که لحظه های بهترین و بحثناک رو هم در این برنامه مورد بحث قرار بدهیم. خب حالا بیاید گوش میاندازیم به سخنرانی سرمربیان هر دو دسته پس از انجام همین رقابت. Да, сказать, что была легкая игра и легкая победа, не сказал бы, хотя мы впервые в этом сезоне выиграли с крупным счетом. Еще раз говорю, победа просто далась нелегко. Все-таки мы соседи по турнирной таблице, соседи по региону. И это, так будем говорить, дерби наше первое такое. И вот игра получилась немножко нервно. Но хорошо, что вот в конце мы сделали удачные замены. Ребята вышли, освежили игру и довели эту победу до логического конца. Но то, что касается подготовки к этому матчу, да, мы немножко ее скомкали в связи с тем, что был большой перерыв, мы не знали, когда будет эта игра, и мы собрались буквально 2 недели назад. Хорошо, что мы сыграли 2 контрольные игры, которые встряхнули нас, и мы вышли на эту игру более боевой подготовки. Но то, что касается поля, да, она была сегодня, не скажу, что в таком состоянии, как мы играли первые 2 игры здесь, но, слава богу, мы адаптировались здесь как можно быстро и повели свою игру. Еще раз спасибо всем болельщикам за поддержку и нашим игрокам, которые сегодня отдали все силы для этой победы. بازی امروز با دسته فایزکند خیلی هم مشکل بود ولی ما این بازی رو خرسندانه غلبه کردیم و رحمت به مربی باید ایگانبردیف که به من باوری کرد و به میدان موند. من در اولین بازی خود به دسته فایزکند گل زدم، اولین گل خود رو در چمپیونات عالی تاجیکستان و من میخوام که باز هم خیلی در آینده گل‌های بسیار زده و در بازی‌های آینده گل بزنم. گل اولین خود رو با کی میبخشید؟ من گل اولی خود رو به پدرم میبخشم چون که پدر من خیلی میخواد که من فوتبالیست خیلی هم خوب گردم. بازی که خب بازی خوب شروع نشد برای ما و تیم حریف بهتر شروع کرد بازی رو، ولی ما کم کم رفته خب برگشتیم به بازی با اینکه خب یه گل بعد خوردیم، اشتباه هم دروازه‌بانمون هم دفاعمون بود که اصطلاحاً تو دفع تو اشتباه کردن، ولی در مجموع نیمه اول رو سعی کردیم بکشونیم یه جوری تا نیمه تموم بشه من بتونم یه سر و سامانش یه شکلی به تیمم بدم. تیم نیمه دوم خب ما شما دیدید که تیممون برگشت، شرایط بهتری داشتیم، بازی رو ما خوب شروع کردیم و حملات بیشماری روی دروازه حریف داشتیم، ولی متاسفانه از زمانی که حملات ما شروع شد و تیم حریف عقب نشینی کرد، از طرف تماشاگرها از پشت سکوی از همون نیمکت خود ما تماشاگرها شروع کردن به حرفای رکیک زدن، به من ناسزا گفتن، حرفای خیلی بد زدن و متاسفانه من چند بار تحمل کردم. بعد در نهایت دیدم که خب از اونجا سنگ پرتاب شد، هم سنگ پرتاب شد هم دوباره حرفای رکیک زده شد که من رفتم گفتم آقا این کارا برای چیه؟ ما اومدیم اینجا مهمانیم. بله من اینو میدونم، من بازی‌های بزرگ مربیگری کردم ولی یک بار اینجوری میشود، 2 بار، ولی شما از نیمه دوم تمام تماشاگر شروع کردن به حرفای زشت به من زدن و متاسفانه من به داورم گفتم من حرفی نزدم، شما برای چی منو اخراج کردید؟ من فقط به این آقای تماشاگر گفتم شما ناسزا نگویید. بعد اینجا ما به هر کی هم گفتیم، آقایون مامورا هم که اینجا هستن هیچ کی به داد ما نرسید. بعدش گفتم آقا من اینجا امنیت ندارم، اینا دارن به من ناسزا میگن، دارن سنگ پرتاب میکنن. من زحمت زیادی تو این تیم کشیدم و این بچه‌ها بچه‌هایی بودن که خب حرف ما رو از موقع که اومدیم خوب گوش کردن، چیزایی که ما گفتیم انجام دادن. ولی من این شرایطی که تو فوتبال تاجیکستان میبینم که با این شرایط میای تو مسابقات، این جو استادیوم و جو بیرون استادیوم، من فکر کنم که من از اینجا برم بهتره. من از بچه‌هامون هم خداحافظی کردم، اگر سردار تیم اجازه بده من برم، چون من اومدیم ما فوتبال بازی کنیم. اگه قراره با فوتبال ما رو ببرن حرفی نیست، ولی اگر قراره که تماشاگر بیاد اینجا هر چی دلش میخواد بگه، جو تیم منو به هم بریزه، شرایط تیم منو به هم بریزه، من فکر میکنم که ما نباشیم بهتره. خب تو یک اندازه سخنهای سرمربی دسته فایزکند هم راجع به بازی سفری آنها در مقابل روشن هم جو دارد، چون که فشار آوردند و واقعا هم به آنها تاثیر رسانیدند و او میگه اگر رهبران اجازه بدهند من از تیم میروم. خب این چی معنا دارد؟ یعنی مربی حالا در نیمه موسم میخواد دسته رو ترک کند؟
Ну, я думаю, что это эмоции. Мы разговаривали с ним после игры, я общаюсь с главным тренером Файсканда. Он говорит, я просто не привык к такому. Я сам удивляюсь, почему обычно, знаете, в Кулябе, когда команда выигрывает, такие вещи не происходят. Наверное, какой-то прецедент был, наверное, кто-то что-то сделал не так, и из-за этого это вышло. А обычно, когда Равшан выигрывает, ну, все болельщики довольны, все проходит тихо, мирно. Ну, еще раз говорю, здесь Федерация футбола вынесет свое решение, есть КДК, что вот допустили до такого состояния. Тем более тренер иностранец, легионер. И если у него какой-то осадок останется о нашем футболе, это будет очень некрасиво. бале вақан ҳамин гуна аст ва фикр мекунам роборати дастаи Файсканд ҳам аз болои дуварон ҳам шикоят бурданд. Шояд ба протоколи бозӣ ҳам эътирозҳои худро нависта бошанд дар мавриди он ки чаро ба сармураббӣ корти суд нишон дод, чаро баъзе ҳолатҳои баҳснок мавриди баҳсу баррасӣ қарор нагирифт. Хуб, ба ҳар сурат акнун бозии ҷавоби дастаҳоро мебинем ки дар пеш баргузор мешавад ҳамин ҳафта ва он ҳам дар душанбе сурат хоҳад гирифт. Да, я знаю, что матч будет проходить у нас на стадионе в Ленинском районе, Нефтяники, значит, уже есть договоренность, что 25 числа ответный матч будет проходить здесь у нас. Бале. خب بازی دیگر تماشاگران ارجمند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند برگزار شد. روشن ظفرآباد با دسته استقلال بازی کرد. این اولین بازی دسته ها در موسم امسال چمپیونات به حساب می رود و در اولین فعالیت یا خود رهبری سرمربی نوی دسته روشن ظفرآباد نظیر چوریزوموف که بعد از رحمت الله فوزایلوف این مقام را به دست گرفت ولی دسته او با حساب 4-0 شکست خورد. خب روشن ظفرآباد هم دیبوتانت بود. چرا رحمت الله فوزایلوف از دست طرف این هم زیر سوال است چونکه رحمت الله فوزایلوف بود که دسته رو از لیگ یکم به لیگ اولی برآورد. Рахматуллов Фузайлов вывел команду в высшую лигу. Рахматуллов Фузайлов до этого перерыва показывал неплохие результаты. Команда брала очки. Что произошло между руководством и главным тренером, это нам неизвестно. Он покинул. И сейчас мы видим вторая отставка, которая прошла. Это значит, Назир Чоризумов стал у руля Равшана Зафарабода. Но судя по игре, то, что игра транслировалась, я эту игру смотрел, и больших изменений главный тренер как такового не внес. А Истеклол этот перерыв был на руку. Истеклола игроки, ряд игроков были в национальной сборной, в олимпийской сборной, но самое главное, что Истеклолу после выступления в Лиге чемпионов нужен был перерыв и в психологическом плане команду подготовить к чемпионату. И Истеклол с этой задачей справился отлично. Я думаю, что команда сейчас в таком тонусе, в котором нужно, и оставшиеся матчи Истеклол возьмет свои очки и поднимется вверх по турнирной таблице. بسیاری از مربیان اعتراض هم میکنند که فوتبالبازان آنها به تیم‌های منتخب دعوت میشوند و نمیتوانند حالت خود را برقرار کرده. آیا بازیگران استقلال که هم در دسته منتخب بودند و هم جوانان تا کدام اندازه خود را؟ Ну, это Истеклол, тот клуб в Таджикистане, который каждый год сталкивается с этой ситуацией, потому что основной костяк национальной сборной, олимпийской сборной составляют игроки команды Истеклол. Поэтому уже тренера Левченко уже не первый год работает в Истеклоле, он с этой ситуацией знаком. И как подводить игроков в данный момент, какую программу вести с игроками, которые остаются в его распоряжении, чтобы это потом не отразилось на дальнейшем выступлении команды, он справляется с этим нормально. خب این حال وضع دسته روشن ظفرآباد را شما در کدام حالت میبینید؟ این دسته نجات یافته میتواند چون که دو بازی پای هم با استقلال دارد. Я думаю, что когда еще Рахматуллов Фузайлов работал главным тренером, мы общались, говорили с ним, он говорил, что эта команда требует усиления ряд качественных игроков, чтобы команда, ну, грубо говоря, не вылетела из высшей лиги. Наверное, может быть, какие-то неполадки, недоразумения есть между руководством клуба, что Рахматуллов Фузайлов покинул команду. Если команда Равшан Зафарабад не усилится игроками, то это будет одна из первых команд, которая покинет высшую лигу. Да.
خب ما در جریان بازی گل زیبا رو با اشتراک حمایتگری دسته استقلال علیجان کرامت‌الله‌زاده می‌بینیم که با یک اصول بسیار هم معمول توپ رو بعد درون دروازه روشن ظفرآباد کرد و فکر می‌کنم یکی از گل‌های زیبا هم در دور نهم چمپیونات مملکت هم بود و دروازه‌بان دسته روشن ظفرآباد نتوانست در این لحظه خوب هم دفاع کند. خب ببینید که استقلال البته ما گفتیم در لیگ چمپیون‌ها همین حالا به دور دیگر رو خط نگرفت، توجه آنها به چمپیونات مملکت است، جام کشور که در پیش برگزار کرده می شود و هیئت کامل هم دارد، یعنی دو هیئت دارد استقلال که می تواند استفاده کرده. خب برای استقلال کی مانع شده می تواند در ادامه موسم و مخصوصا در همین فصل تابستان که فکر می کنم در ساعت 17:30 برگزار کردن بازی ها تا یک اندازه برای فوتبالزون هم دشوار است. Вот сейчас мы до этого говорили о том, что Файскант и Куляб тренируются на искусственном поле и играют на естественном поле. И Стеклол, подготовка команды Стеклол, когда они переходят играть на естественное поле, они целую неделю, целый цикл проводят у себя на базе в Алмасах и тренируются на естественном поле. У них этот переход не замечается. И то, что Стеклол, играя в Душанбе, например, играет в 7 вечера, в 8 вечера, они себе могут позволить играть под прожекторами на искусственном поле. Значит, это время, которое они всю неделю готовились к этому матчу, они проводили матчи, например, в 5:30 вечера тренировались, и у них организм чисто адаптировался, у них в этом плане проблем нету. بله. خب شما بازی رو تماشا کردید، چی مشکلی های دسته روشن ظفرآباد رو دیدید؟ Ну, я еще раз говорю, здесь требует большого усиления во многих линиях по игрокам. Ну, если сравнить, что этот матч, например, Истеклол с Равшан Зафарабад, но здесь класс намного выше Истеклола, что дебютант еще не знает, как играть против Истеклола, поэтому здесь класс очень сильно сказался. بله. این هفته دوستان ارجمند دسته استقلال در میدان خود با تیم روشن ظفرآباد بازی خواهد کرد و این بازی جوابی در دوره دهم چمپیونات مملکت برگزار خواهد شد. خب ویتالی لفچنکو نظرشور ایزوموف سرمربیان هر دو دسته هم بعد از انجام همین رقابت اندیشه‌های خود را بیان نمودند. نقشش از ما با استقلال در دوشنبه بازی میکنیم، بعد دسته خطلان رو قبول میکنیم روز 3 ایول. برای بازی تیاری میبینیم. موقع ضعیفی بسیار است در همه خطا، چی در محافظت، چی در حمله، چی در نیم حفاظتگران خیلی سست ضعیفه. برای بازیگرا برای لیگ و لیگ روی سیگار کم ضعیفند برای لیگ. خب این حال هر دو دسته هم حالا آمادگی میگیرند با بازی که در پیش انتظار است. خب استرافشان در میدان خود تیم اسخات را مغلوب کرد با حساب 2-1. یک بازی تا یک اندازه بسیار دلگیر کننده هم بود، چون که ما نتوانستیم همون روش یا رویه مربیان رو در همین بازی ببینیم. چرا در میدان دسته استرافشان چنین یک بازی ها صورت میگیرند که یک اندازه این نه انقدر دلچسب کننده است؟ Из 3 игр, которые прошли в этом туре, одна такая самая интересная игра – это Истаравшан и Схата. Потому что Истаравшан – это 3-я отставка тренера, который сегодня поменялся тренер в нашем чемпионате. Нумон Хасанов – один из лучших футболистов Узбекистана моего поколения. Очень грамотный полузащитник был. Как тренер его работу я оценить не могу, потому что я не следил за ним, по большому счету. Но все-таки, знаете, после столь неудачного выступления Старовшана по началу сезона, и сейчас команда, проигрывая, проявила характер и выиграла матч, но, наверное, какая-то рука тренера все-таки сегодня уже присутствовала, да, и команда взяла очень важные 3 очка. بله. خب ببینید که با اومدن این مربی هم الهام براتوف لیدری دسته برنگشته سال بعد تیم. این تا کدام اندازه میتواند مناسبت مربیان با فوتبالبازان رو خوبتر کنند؟ چون در استرافشان ما اطلاع هم داریم که مناسبت بازیگران با مربیان تا یک اندازه سبب برکناری مربی می شود. Ну, мы не владеем информацией. Единственное, здесь сейчас буквально вот недавно главный тренер принял команду. Сейчас он войдет, узнает обстановку, в чем проблема. Все-таки Ильхам Баротов – это лидер команды, это долгие годы защищает цвета клуба Истаравшан. Поэтому если он узнает, и если узнает всю обстановку, что там произошло, и если он будет нуждаться в том, что этот игрок ему нужен, он должен убедить руководство клуба, что этого игрока вернут в распоряжение клуба, и он, игрок, принесет пользу. Если же нет, значит, наверное, Ильхам Баротов придется искать, наверное, другой клуб.
чтобы Вале. играть дальше, выступать в чемпионате Таджикистана. خب فلوبوزونی استراشان اولین شده گل سر دادن تلیشوت بزرگ معلف گل شد برای اسقاط چی نرسید که اونها نتوانستن برتری خود را نگاه دارن. После этого гола из хаты был еще один момент, который они не забили. Если бы они забили, наверное, игра вообще прошла по другому руслу. Ну, не забили. И Старошан отыгрался, и Старошан забил мяч. При счете 2-1 у Исхаты был 100% момент, когда Рисхыбоев не забил второй мяч. Счет мог быть 2-2. Единственное, что здесь они радуют, знаете, здесь огромная поддержка болельщиков Старошана. Они ждали этой победы, они надеялись. Вот посмотрите качество поля. Качество поля отвратительное. Здесь, значит, если, насколько я знаю, Нумон Хасанов, он сам любил играть такой зрелищный футбол, красивый футбол. Ну, наверное, должен к какому-то, знаете, согласию прийти с руководством клуба, чтобы на поле какое-то внимание обратили, чтобы поле привести в более хорошее, качественное состояние, чтобы и Старошан показывал качественный футбол. و دوستان ارجمند استراشان پیروزی بسیار مشکلی خود را به دست آورد در میدان خود. به نظر شما در ادامه موسم در روزانه گزارش فوتبالبازان ترانسفر با این دسته هم لازم است بازیگرانی که باید حالت تیم را بهتر کنند. Давайте вернемся к тому, что еще до трансферного окна еще и Старошан проведет 3 игры. Если эти 3 игры Старошан выиграет, то значит и Старошан включается в борьбу за эту пятерку. Если Старошан не набирает этих очков, то это будет очень сложно. То, что усиление команды нужно или не нужно, это опять же на усмотрение главного тренера. Как он поведет. Если, ну, в нашем деле как бывает, если есть какой-то результат, он сидит с президентом клуба, говорит, что нужно усиление, и президент дает добро на какие-то позиции, делает усиление и выделяет какие-то средства, чтобы это усиление произошло. Но самый главный, самый сложный момент здесь в нашем деле, знаете, это межсезонье, вот между первым и вторым кругом. Все игроки находятся на контракте. И игроков вытягивать из одного клуба в другой клуб очень сложно. Если игрок сидит на контракте, за него надо платить какую-то определенную сумму тому клубу. Это первый момент. Второй момент, да, можно, ему легче найти легионера, например, с того же рядом Узбекистана, которых игроков он знает, на которых он будет надеяться. Но опять же, это легионеры. Он этих легионеров, ну, сколько он, 2-3 может переманить к себе. А наших таджикских футболистов взять очень сложно. Если таджикский футболист говорит о том, что я уйду из клуба, я приду, помогу и Старошану, например, или там Файсканду, или там третьему клубу, ну, надо учитывать тот момент, что они находятся в клубах на контракте. Как они могут уйти? Вот поэтому он будет работать то, что есть. Может 2-3 позиции поменять и все. خب همینطور استرافشان هم غلبه خود را با مشکلی به دست آورد و از تخمینه جدول هم بالاتر رفت و حالا بیایید با اندیشه سرمربیان هر دو دسته که بعد از این بازی بیان کردن گوش میاندازیم و بعدا در مورد موقعیت دسته در جدول صحبت خواهیم کرد. Ну, сами видели игру. Игра была в борьбе проходила. Присутствовал и футбол, очень хороший футбол обе команды показали. Естественно, первый гол мы пропустили. Тяжело было собраться. Хорошо в первом тайме сравняли игру, забили гол. И во втором тайме, как вы видели, дожали. Хочу большое спасибо передать футболистам, которые до конца сражались, играли в тот футбол, который я хотел. Да, чуть-чуть надо время. Я сам предпочитаю играть в зрелищный футбол. Ну, я думаю, со временем это придет. Во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить сборную Таджикистана с выходом в финальную часть Кубка Азии. Но по сегодняшней игре действительно было сагдийское дерби, многочисленные болельщики. Мы вели, сравняли, победил сильнейший. Но, видимо, рано почувствовали, что вкус победы пришел. Но играют не 45 минут, а 90 минут. خب تماشاگران ارجمند حالا با جدول لیگ عالی فوتبال مملکت متوجه میشویم. یادآور میشیم که بعد از 3 بازی برگزار شده در دور نهم هم تا یک اندازه در موقعیت دسته و تأخیرات به عمل آمد. همون تیم ختلان صدرنشین است با کسب 18 امتیاز، ولی روشن کلوب بعد از پیروزی دور نهم به زینه دوم جدول برآمد. در زینه سوم کلوب مرکزی ورزش ارتش است، فایزکان در زینه چهارم، خوجان در زینه پنجم. خب استقلال یک باره به
зинаи шашуми ҷадвал роҳ ёфт. Эсхата дар зинаи ҳафтум қарор дод. Истаравшан бо 7 хол мавқеаш шуд дар зинаи ҳаштум нигоҳ дошт. Регартадас ва Равшани Зафаробод дастаҳое ҳастанд ки дар зинаҳои нуҳум ва даҳуми ҷадвал қарор гирифтанд. خب حالا باشد با بازی‌های دوری دهم متوجه میشویم که همین هفته روزهای استراحت برگزار خواهند شد و باز هم سه رقابت صورت میگیرد. دیدار دسته‌های خوجان رگارتاداس خاتلون کلوب مرکزی ورزش ارتش بنابر سبب اشتراک دسته‌های ما در جام کنفدراسیای فوتبال اسیای موقوف گذاشته شده است. فایزکان با روشن کلوب بازی میکند. اسخاتا با استرافشان، استقلال با روشن زفرآباد، یعنی بازی‌های جوابی. خب پیشگویی شما در مورد این سه بازی که روزهای 25 و 26 صورت میگیرند چگونه است؟ Если учесть, что две команды, две пары Худжан, Тригар, Хатлон и ЦСКА, которые не играют в связи с участием в Кубке АФК, здесь, смотрите, интересная идет ситуация. Файскан, Равшан, Куляб. Если Равшан выигрывает этот матч, он поднимается, смотря с разницей мячей. Если он выиграет с хорошей разницей, Равшан выходит на первое место, Хатлон опускается на второе место, с учетом того, что у него есть запасная игра. Если Файскан проигрывает, Файскан теряет большие шансы на то, что он попадает в пятерку. Поэтому будет матч очень серьезный, очень интересный. И я думаю, что здесь будет боевая ничья. Эсхата и Старавшан. Эсхата и Старавшан то же самое. И Старавшан рвется в эту пятерку. И Старавшан уже поднялся, набрал 7 очков. И эта игра в Исхате, с Исхатой, здесь тоже будет очень сложная игра. И я думаю, что и болельщик из Старавшана приедет на этот матч, и Исхата не хочет проигрывать. Я тоже здесь ставлю на ничью. Истеклол, Равшан Зафарабад. Здесь однозначно победит Истеклол и победит очень крупно, потому что, ну, опять же, Равшан приедет в Зафарабад на искусственное поле. Игра, наверное, будет проходить в Гисаре, скорее всего, с учетом того, что игры АФК идут. И я думаю, они с полем не справятся. И Истеклол на хорошем ходу, и Истеклол обыграет, и счет будет крупный. бале. Дӯстони арҷманд, ёдовар мешавем ки барномаи 90 дақиқа ҳар ҳафта бо сарпарасти ширкати букмекерии Тоҷикистон пари матч манзури шумо мегардад. خب دوستان ارجمند، البته در دوشنبه بازی‌های گروهی با اشتراک کلوب مرکزی ورزش ارتش تاجیکستان در جام کنفدراسیای فوتبال اسیا جریان دارد و ما باید خاطررسانی کنیم که با دست دادن امکانیت هم بازی‌های دوره دهم لیگ عالی برای بیننده ها میتوانیم پخش کرده، ولی به هر صورت برنامه 90 دقیقه روز دوشنبه باز هم با شرح و توضیح همین رقابت ها منظوری شما میگردد و باز هم با طاهر مومنوف در مورد حساسیت این رقابت ها گفته میگذاریم. Но я хочу еще пожелать двум командам нашего чемпионата, это ЦСКА и Хадженто, успешного выступления в Кубке АФК. بله. Пожелаем им удачи. بله، ilova میکنیم که دسته‌های ما شرف فوتبال کشور را در این مسابقه سطحی بین‌المللی بلند بردارند و برای راه یافتن به دور دیگر مبارزه برند. دوستان ارجمند، در همین جا برنامه 90 دقیقه را به انجام میرسانیم تا نشریات دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.